Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, меня видно. Я себя, по крайней мере, вижу. И слышу. Все отлично. Так, персона грата. Аслан Машуа. Машал Хель. Вот-вот. Салам алейкум, Аслан. Какова сегодня тема полемики? Руслан Савзиев. Ва алейкум салам. Августа Пиночет. Аслан, добрый вечер. Приветствую, Августа. Руслан, сейчас, обсудим. Тема, в принципе, у нас сегодня 30 декабря, наш очередной стрим, 30 декабря 2019 года, наш очередной стрим, обсудим права человека, обсудим скорый, неизбежный, скорый он или не скорый, мы узнаем, неизбежный развал тюрьмы народов, ну и поотвечаем на ваши вопросы. Ва алейкум салам. Так, Николай Павличенко, Сумы, Украина, здравствуйте. Приветствую, Николай. Так, будем тут смотреть на ваши вопросы, тут удобнее. Так. Аслан Машуовер говорит, он социал, эс Машал Хейлю, он социал. YouTube канал, ассалам алейкум, рад тебя видеть и слышать. Ва алейкум салам, YouTube канал. Всех приветствую. Адам Грузинский, Машуораса, Машал Хиль, Артур Процан, Витания, Аслан, Тевильному народу Ичкерии. Спасибо, Артур, взаимно. Слава Украине. Гост один, огромный салам из Ингушетии, наш брат Аслан, алейкум салам, братья ингуши. Максик, привет, Аслан, с наступающим Новым годом. Приветствую, Максим, взаимно, и тебя с наступающим. Несущий мир, Аслан, ассалам алейкум, ва алейкум салам. Поджог Сараев, салам алейкум, ва алейкум салам. Машуоль, Аслан, говорит, ночь из Германии, Машал Хиль. Так, Борис, вечер добрый, всем добра и здоровья, привет с Кривого Рога, Путин, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Добрый вечер, Борис. Леди 1974, Машуоль, Асланбей и все остальные. Машал Хиль, леди, Эд Мамедов. Салам, Аслан, салам, Эд. Старик Хахаттапыч, добрый вечер, Аслан. Добрый старик Хахаттапыч. Так, Чечня не Россия мне советует дать всем разом салам и всех поприветствовать. Я с самого начала так и делаю. Всем даю салам и приветствую. Ну, все здороваются. Так как мы потихонечку собираемся, несколько минут потратить на саламчики и приветствия, ничего плохого в этом нет. Елена Орлова, приветствую всех с наступающим. Приветствую, Елена, и тебя с наступающим, и вас с наступающим. Сын Кавказа ночи. Ассалам алейкум. Нам не видать свободы походу, говорит. Алейкум салам. Сын Кавказа ночью. Как ты можешь быть таким пессимистично настроенным? Конечно, видать. Конечно, видать. Так, всем общий салам и всем общий привет. Ночью из Германии. Аслан Бартмашу призвал Закаева и Сараляпа, чтобы они помирились. Хухильце Хаэхун. Закаев наш лидер. Да, я слышал это, но я не считаю нужным вмешиваться. Я свою позицию 100 раз говорил, и моя позиция соответствует позиции нашего правительства Ахмеда Закаева. Что они скажут, то и решат. Башт Хильч Дигду, Башт Вишбу, единство нам нужно, единство нам необходимо. Но мы должны понимать, что вот наша искренняя открытость к единству, наше стремление быть едиными, то,
той стороной, противной стороной, вражеской стороной понимается прекрасно и всячески этому препятствует. И среди нас есть много агентуры. Плюс эта агентура не только занимается там, дискредитацией нас и разъединением, ну, она идет, занимается оболваниванием наших товарищей, наших граждан. Ну и, конечно, у них это получается в какой-то степени. Мы занимаемся тем, чтобы это оболванивание было минимальным, чтобы как-то препятствовать этому. И для этого я лично занимаюсь вот просветительской деятельностью, да, помимо правозащитной деятельности. Вот я занимаюсь журналистской, просветительской деятельностью. Ну, будем трудиться на благо нашего народа, да, Алмула. Он социал, ставьте лайки и делитесь видео, говорит. Так, поехали дальше. Тимур Гадо. Ассаламу алейкум, Асан, как чеченцы ингуши между собой в Европе после разногласий по земле? Ва алейкум салам, Тимур. Никаких проблем у нас с ингушами здесь не возникло в связи с этим. Были какие-то разговоры, но это нормально, нам подкидывают эту тему и нам пытаются навязать повестку для общения. Мы, конечно же, не будем на это поддаваться. Я об этом много раз говорил. Присоединяйтесь, не поддавайтесь. Так, как в Амстердаме, говорит Леди 1974. Леди говорит, как Амстердам? Отлично. Амстердам нас встретил с солнцем, хорошей погодой, плюс 8, 9 было сегодня. Ну, все отлично. Все отлично. Так, Эд задонатил. С Новым годом и успехов нам всем в нелегкой борьбе. Спасибо, и тебя, Эд. Спасибо. Да, и тебя тоже, тебе тоже желаю успехов в этой нелегкой борьбе. Так, поехали дальше. Леди говорит, Аслан, было 25 700, теперь 25 600. Да, Леди, на самом деле у вас вот эта цифра, вы видели 25 700 подписчиков. На самом деле этих подписчиков было 20, было 25 700 с чем-то. Потом они резко упали до 25 500. Сразу 200. То же самое в прошлый раз у меня, на моих глазах это происходило. Подписчики добавлялись, опять же, начинали, каждое там какое-то время они постоянно добавлялись, но при всем при этом резко было убрано 200 подписчиков. 200 за раз убраться не может. Не может одновременно, если у меня было бы там 1 000 000 подписчиков и 200 пропали бы, это было бы еще не так как бы заметно. Но 200 человек одновременно сразу списаться не может. Вчера буквально, по-моему, я сидел за столом, и в этот момент у меня от 25 700 их стало с чем-то, стало 25 500 с чем-то, опять около 200 пропали. Опять же начали добавляться эти. И та цифра, которая стояла у вас, 25 700, 25,7, она у вас стояла как есть. Но у меня они сперва упали, и потом опять начали добавляться. Добавлялись. И вот сейчас они опять добавились до 27, до 25 700, они опять поднялись, но опять они срезались. Я так понимаю, я-то вначале думал, что может быть это как-то с чем-то связано, какие-то сбои, может быть, еще как-то. Но это постоянно происходит в определенное время, когда начинается какая-то там моя активность, начинается вот это срезание этих подписчиков. Это, видимо, просто колокольчик, который вы ставите, он слетает, и все, вы уже не подписаны. Наверное, какая-то работа ведется. И я, наверное, думал бы, что это мне только мерещится или кажется, или это какое-то совпадение, или сбой какой-то системы, если бы об этом не говорили бы и другие блогеры. Многие блогеры, у которых много подписчиков, они говорят. Также мне пишут, что у них пропадают лайки, если они ставили, пропадают комментарии,
Я убираю комментарии только ну, явную там пропаганду и ложь или оскорбление с матом. Ну, вот только такие я убираю комментарии. Остальные комментарии я не убираю. У меня у самого даже пропал комментарий. Я писал комментарий, и он не появился, да, и, вернее, появился, потом исчез. Ну вот работа ведется, и я так понимаю, это ну, так связано с моей деятельностью, значит, мы мешаем. Это очень хорошо. Значит, не просто мы тут собрались, значит, конкретно против нас ведется работа. Ну, а мы продолжим свою работу и посмотрим, у кого что получится. Леди, нет, не за неделю 200 покинули, вот у меня тут пишет, а вот буквально за полчаса они исчезли. Точно так же было в Берлине на конференции, когда вот эта провокация против нас была, и там началась вот эта истерия, у меня начали пропадать, ну, эти подписчики, слетать начали. А, Это произошло там, в Берлине, произошло прямо на моих глазах, я смотрел, еще я удивился, ну, не можешь сразу 200 отписаться. А тут как бы то же самое произошло вчера, опять 200, около 200, может не 200, слетели. Ну, вот такого вот плана. Ну, ничего, ничего. В любом случае, нас смотрят, меня смотрит очень много людей меня поддерживают. Именно не просто какие-нибудь там сторонние наблюдатели, а непосредственные участники всех событий, непосредственные люди, владеющие информацией, ситуацией. Меня поддерживают, меня смотрят иностранцы, меня смотрят украинцы, белорусы смотрят. В этом плане грузины смотрят, и мы доносим информацию, поэтому я говорю на русском языке, чтобы больше народа поняли о нашей проблеме, что вот мы находимся в тяжелейшей ситуации, ну и будем продолжать нашу деятельность. Так, поехали дальше к вашим вопросам. Маждада, ассаламу алейкум, Асан, Путин, Ливул, Вельчан, Йол Гезерш активизироваться. Док, это уже закономерность. Ну, алейкум салам, Маждад. Да, не только лично, когда ну вот, да. Я уже убежден в том, что это не какие-нибудь там сбои или там недовольный там демарш, там резко там группы людей, которые решили мне таким образом показать, что вот им не нравится моя деятельность. Нет, это целенаправленная работа, не знаю, хакеров, кого, как их можно назвать, диверсантов цифровых, не знаю. Ну вот, я в этом убежден уже. Так, Чечня не Россия. У врагов в России убавляются подписчики и лайки, а у пророссийских добавляются. Да, совершенно верно. Плюс еще Чечня не Россия, ты наверное, заметил, как они быстро блокируют каналы, как быстро прилетают страйки. В случае там в шаг влево, в шаг вправо, все, тебе прилетает страйк, потому что за тобой следят, тебе сразу тебя атакуют. Плюс еще есть такая организация, как Роскомнадзор. Это вообще фашистский инструмент, который в руках террористов в России занимается вот давлением на свободу слова в первую очередь. И вот они сразу заносят любой канал как бы в экстремистский, и все, и он на территории России не действует. Соответственно, люди не могут смотреть, а у нас как бы в основном русскоязычные в России, кто проживает, да, русскоязычный контент. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, мы будем продолжать, посмотрим. Я думаю, что в конце концов дело с этой российской, российским отделением YouTube, да, все-таки какой-то вопрос с ними как-то должен будет быть решен. Не может так быть, чтобы вот так они беспредельничали. Не может так быть. Найдут на них управу, найдут. Ну, мы, конечно, будем жаловаться, будем писать в YouTube, будем заниматься этим вопросом. Посмотрим. Слава богу, YouTube не у них находится. Это уже хорошо.
Так, Александр Белый. У многих известных доносящих правду срезают. Александр Белый говорит, да, Александр, я вот вначале я сам не мог поверить, да, что такое происходит. И когда я такие вещи говорю, я думаю, ну, что я, может, оправдываюсь, там, что вот у меня там мало добавляется. На самом деле добавляется нормальное количество людей. Контент у меня специфический, специальный, такой методичный, конкретный, нацеленный не на широкую публику, а на определенные слои общества в разных народах, в русскоязычном сегменте, да, интернета. И поэтому очень неплохо все работает, да, я говорю много про чеченскую тематику, и, конечно же, в основном это интересно чеченцам. Но и также интересно и другим, которые смотрят, которые тоже хотят, во-первых, разобраться в том, что было у нас, а во-вторых, быть вооруженными, как говорится. Предупрежден, значит вооружен. Так как мы делимся своим опытом, украинцы могут сопоставить своим, сейчас белорусы начинают подключаться, грузины тоже имеют очень такой же нехороший опыт общения с Рашкой. Поэтому, посмотрим. Так, Гарфилд, витаю всех, витаю, Гарфилд. Так, интересно, Гордон молчит, Николай Панченко. Интересно, Гордон молчит, но наверняка смотрит. Может и молчит, да. Ну, я еще раз говорю Дмитрию Гордону. Дмитрий, давай поставим точки расставим, да. Мы не являемся частью России, да? Ты нас постоянно подчеркиваешь, у тебя большая аудитория, и ты занимаешься, пособничеством русским оккупационным войскам. Сегодня ты делишь чеченцев на мирных чеченцев и на террористов, да, что вот мирные не виноваты были, а вот террористов как бы ты имеешь в виду по умолчанию, что их нужно было убить. Завтра ты то же самое будешь говорить про украинских добровольцев, да, и про украинскую армию. И они будут говорить, мирные украинцы не виноваты, а вот эти террористы, да, или фашисты, да, их нужно наказывать, да. И это тоже возможно. Поэтому давай выясним, чтобы ты не распространял ложь, дезинформацию, абсолютную дезинформацию, которую много лет Россия навязывала всему миру. В первую очередь, давайте пройдемся то, что вот в Украине происходит. Вы прекрасно знаете, что я к украинцам обращаюсь, что как вас оболгали, как вас обзывали нацистами, фашистами. Самый толерантный народ, вот взять, если русских и белорусов, я, например, замечал толерантность и уважение к людям, когда приезжал в Украину, еще до войны, да, хотя было по-разному, конечно. Но и есть и фашисты, и есть и русскомировцы, и в Украине они есть, и нацисты есть. Но абсолютно толерантно относились. И самые большие нацисты, фашисты там из красного, из националистических батальонов, да, правый сектор, допустим, да, почему-то наши бойцы, наши чеченские добровольцы, которые приехали помогать Украине, они присоединились к ним, и у них никаких вопросов не было. Хотя вроде мусульмане, христиане, вроде бы славяне и нахи, языки разные, культуры разные, абсолютно побратились, вместе живут в окопах, вместе сражаются, гибнут, помогают друг другу. Никаких проблем нет у тех националистов. Завтра их, конечно же, можно будет объявить, как Гордон говорит, на мирные украинцы, это те, которые не воевали, и украинцы, которые защищали свою страну, они станут фашистами, которых будут преследовать везде. Поэтому это очень опасное сравнение, не только для нас. Мы-то за свое будем отставить, это и украинцам очень важно, чтобы такие вещи не позволял себе говорить. Украинцам в первую очередь важно, чтобы мы, чеченцы, которые юридически являемся государством, наше государство временно оккупировано, так же как ваш восток, часть востока Украины и Крым. Кровно заинтересованы украинцы. Я вообще не понимаю украинца, который может сказать, даже если он какой-нибудь кавказофоб, там, я не знаю, чеченофоб,
Этот украинец, я абсолютно уверен, в этой ситуации, когда враг, который на него напал, просто превосходит по всем параметрам Украину, Украина должна делать из любых людей союзников. Даже вот этот там чеченофоб, который, ну, позорно быть любого фоба, если ненавидит национальность по какому-то признаку, этот человек это позорник. Но даже если такой человек, он должен просто заткнуть свой рот и всячески помогать тому, чтобы силы России отвлекались на что-то другое. Это логично. Я поддерживал бы, даже если ненавидел бы, там, я не знаю, любой народ, который сражается. Хотя я народы ненавидеть не могу в принципе. Поэтому вот тут такого вот плана. Нужно вместе как-то бороться, как-то понимать ситуацию сложившуюся. Так, поехали к вашим вопросам. Маждада, ассаламу алейкум. Аслан, Путин, Ливу, Вельч, так, это было. Салам всем свободным народам. Интерхунда, приветствую, Василь. Салам. Леди говорит, я говорю, даже за неделю не могут. Да, ну за неделю-то могут, конечно. Ну, вот, и мало ли там, да, какая-нибудь там такая ситуация. В том-то и дело, на этой конференции, там, это произошло там очень быстро. И вот вчера это произошло очень быстро. Я, правда, своими глазами не увидел, как они списались, но вот буквально в промежутке получасов я увидел, что опустились вот эти подписчики. Так, Чечня не Россия. У меня лично много роликов удаляет YouTube. Да, я знаю. У меня тоже были разные раньше каналы, и тоже удалялись каналы, блокировались, и все было. Асланбек Тутай, ассаламу алейкум, Гага ждет фашистов. Алейкум салам. Да, фашистам самое место там, Асланбек. Интерхунта. Украинцы дивляться, та подтримают Аслана. Украинцы смотрят и поддерживают Аслана, говорит Интерхунта. Спасибо, спасибо, Василий. Так, Мила Вин, витаю, Аслан, всем привет. Витаю, Мила, рад тебя видеть. Как найти? Так, это не мне. Андрей Иванов, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум салам. Байсангур Чери, Аслан в последнее время Кадырован, Люшу. Уйтишь. Так, поехали. Нотстар, витаю, Нотстар. Так, Нотстар 100, привет Израиля, приветствую Израиль. Так, Хамзат Хамидов, знаешь, ты на правильном пути? Да, я думаю, мы на правильном пути. Да, Алмула. Так, DTL France. 230 человек в сети, а где лайки? Да, уже 320 человек и 119 лайков. Так, ночь из Германии. Асан, а есть какой-нибудь новость, говорит? Да, есть ночь из Германии, новость есть. И она тоже очень хорошая. Как ни странно, у нас хорошие новости. Давайте расскажу вам хорошую новость. Financial Times сообщает, это финансовая газета, интернет-ресурс сообщает, компании Германии продолжают уходить из России, сворачивая операции на фоне сжатия платежеспособного спроса и санкций США. За 5 лет с момента присоединения Крыма, резкого охлаждения отношений с Западом, почти 2000 немецких предприятий покинули российский рынок, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Германо-российской внешнеторговой палаты. На конец 2019 года в Российской Федерации работало 4274 компании с немецким капиталом против 60200 в 2014 году. Еще, конечно, еще их осталось. Но если так пойдет, я думаю, они быстро свернутся. Также в качестве примера можно привести хороший пример. Вот Северный поток-2 и Турецкий поток, который тоже заморожен, остановлен, и о нем мало говорят. Ну вот Северный поток-2, который Путин возлагал большие надежды, и вложено
около 10 миллиардов долларов, и оставалось достроить 160 километров, да, все, стоп. А, Санкционная война с Западом заморозила приток в Россию новых инвестиций из Германии, сообщает Центральный банк. Ну, в принципе, я думаю, это хорошая новость, которая будет продолжаться. И мы будем каждый день сообщать эти новости, следить за этими новостями и рассказывать, как говорится, в хронологическом порядке, в прямом эфире, как Россия, которая возомнила себя великой державой, которая убивает направо-налево людей, будет теперь платить по счетам. И это время уже настало. Настало время обратного процесса, да? Обратный процесс уже запущен. И его уже ничто не может остановить. Не то, что Путин станет на колени в Сенате США, поднимет руки к небу и произнесет: «Боже, храни Америку», как когда-то, не становясь на колени, сказал Борис Ельцин. Ему тогда повезло. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Теперь ситуация хуже, чем при развале Советского Союза. Потому что Советскому Союзу новые лидеры, которые пришли, которые обманули Запад, обманули Америку, вот эти КГБшники, которые сказали, что да, мы поняли, что вот вы, правильная идеология, что мы должны придерживаться вот этого капиталистического пути развития, демократического строя, и мы оставляем вот эту социалистическую экономику и переходим вот на, ну, становимся субъектом международного права в полной мере, да, когда мы являемся таким демократическим правовым государством, заявили русские. Конечно же, это был обман, на который повелись Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты в принципе не рассчитывали, что распадется Советский Союз. Им было достаточно, что есть враг, и это хорошо. С одной стороны, иметь врага, такого подлого, грязного, беспринципного, опасного, жестокого врага, для Соединенных Штатов на их фоне выглядеть было очень хорошо. И ядерное оружие, которое было, их Америку пугали, и Запад пугали, что вот там, если мы сейчас не возьмем все это под контроль, там разбредется это ядерное оружие по каким-нибудь там бандформированиям русским и будет представлять угрозу. Но удалось избежать того, чтобы расползание ядерного оружия произошло, но получилось так, что эта банда, которая пугала другими, сама владеет всем этим ядерным арсеналом, от него Россия не отказалась. И вот мы сейчас видим, что Россия теперь, ну, чуть ли не через слово Путин напоминает о ракетоносителях, о количестве большом ядерного запаса и угрожает радиоактивным пепел превратить. Фактически это угрозы, исходящие из администрации Кремля, из Совета Безопасности России, из уст Путина, который озвучивает вот этот журналист Киселев. Так что вот такие вот дела, ну, будем наблюдать, будем фиксировать, запоминать и получать удовольствие. Ну, невероятное удовольствие просто. Так. Чечня не Россия. Путин отдал Украине 12 военнопленных и несколько таксистов, а забрал киллеров и убийц. Да, Чечня не Россия. Это очень печально, что происходит в Украине. Да, конечно, нужно освобождать своих военнопленных. Но чисто на лоха, да, развод на лоха, как говорится, но это тоже никуда не годится. Если Украина, я как-то, когда Зеленский стал президентом, и он произнес свою первую речь в Раде, я его сравнил с Джохаром Дудаевым. Он сказал, что он один из последних президентов, да, из 40 миллионов украинцев, ну, условно говоря, что такое было,
как Дудаев сказал, что я миллион первый генерал и миллион первый герой. Ну вот, если говорить в Раде одно, а говорить с русскими это другое. Если Зеленский не научится говорить как Джохар Дудаев, он не победит. Или если это будет другой. Я призываю Владимира Зеленского посмотреть все видео Джохара Мусаевича. Может быть, представляется картина, что Джохар был каким-то там грубым военным, там, грубым каким-нибудь там генералом, который там резал правду матку и так далее. Это не совсем так. Дудаев Джохар был очень утонченным, очень образованным, высокоинтеллектуальным, нравственным человеком. И посмотреть его беседы очень полезно. И не только Владимиру Зеленскому, президенту Украины, но и всем том, что меня смотрит. Вы пересматривайте, и вы поймете, что все, что он говорил тогда, это вот на сегодня происходит. И не только то, что там Крым там захватит, что война в Украине будет, что там до неимоверных размеров вот это зло, которое творится КГБшниками, разрастется, что Европа станет внутренним делом, и это тоже уже мы наблюдаем. Но еще важно посмотреть, какие слова он приводит, какую аргументацию он приводит, куда он стремится. И Джохар Дудаев умер, погиб, был подло убит русскими оккупантами, когда он всей душой, всем сердцем верил, что Запад поможет. И в какой-то степени, конечно, Запад тогда помогал. И именно благодаря, может быть, в первую очередь, благодаря Джохару Дудаеву. Но при всем при этом нужно понять, что мы должны продолжать это дело, мы должны дальше добиваться. Сегодня один чиновник сидит в ООН, и в ОБСЕ, или там в ПАСЕ, или в парламенте, а завтра там другой чиновник сидит, да, с другой страны совсем, другого менталитета и других взглядов, как идеологических, так и мировоззренческих, так и политических. Поэтому мы, конечно, будем продолжать это, и советую посмотреть всем. Мне, конечно, как чеченцу, как знакомому Амины Акуевой, было очень неприятно услышать новость, что выдали вот этого киллера, который покушался на нее и на Адама Осмаева. Это очень прискорбно, очень жаль. Конечно, украинские заложники, пленные должны быть освобождены. И этот Динго, этот Карнукаев, это неудачник, которого подстрелила Амина, и с этими шрамами ему всю жизнь ходить. И, в принципе, он не достиг того, что хотел достигнуть. Но он хотел совершить двойное убийство, и этого человека отдали. Человека, которого взяли просто на месте преступления, и его просто взяли и отдали. Это очень обидно, очень неприятно. Но можно объяснить это тем, что украинцы обменяли своих военнопленных на этих русских террористов разной национальности. Но как тогда объяснить то, что не отдали, не обменяли, если речь идет всех на всех, почему не обменяли крымских татар? Крымских татар, которые десятками, сотнями уже сидят, получают огромные сроки ни за что. Это граждане Украины или нет, у меня возникает вопрос к Украине и к украинцам. Как так беспардонно, так демонстративно можно отказываться от крымских татар? Про Крым уже не говорят. Это предательство. Какой бы мост они ни построили, что бы они ни сделали, я абсолютно убежден и всегда буду стоять на этих позициях. Крымские татары повели себя очень благородно и честно. В принципе, это ничего не особенного такого в этом нет. Они обязаны свою страну уважать и всегда быть верны своей стране.
Но сейчас то, что происходит, для меня это очень трудно объяснимо. А, Да, я понимаю, что нужно обменять. Но, наверное, надо как-то более, если всех на всех меняют, то крымские татары это те же, те же. И почему те же украинцы, почему они не вошли в этот список? Мне кажется, это предательство крымских татар. Потому что это звучит очень резко, но я привык говорить прямо то, что я думаю. Это, если можно как-то объяснить выдачу человека, который хотел совершить двойное убийство, и только по независящим от него причинам, да, оно практически было совершено. Он выстрелил Адама, и только благодаря быстрым действиям Амины удалось обезвредить этого преступника. И в этой машине остались бы два трупа, Амины и Адама, если бы ему удалось завершить начатое. И этот человек должен был обвиняться, там в России это 105-я, не знаю, какая она в Украине, в убийстве, в покушении на убийство, и по независящим от него причинам, не доведенное до конца, что не снимает с него ответственности, конечно же. И как-то даже это, когда лично меня касается, можно понять, что с другой стороны есть украинцы, которые томятся в этих русских концлагерях, и их нужно освободить. И при всем при этом, оставляя свое несогласие с этим, можно как-то попробовать промолчать в этом случае. Но ни в коем случае нельзя промолчать, когда крымские татары оставляются на откуп, их не обменивают. Если я в чем-то не прав, украинцы, пишите комментарии, давайте обсудим этот вопрос. Это очень важный, насущий вопрос, потому что нужно как-то разобраться в этой ситуации. И тоже очень важный момент, Тимур Тумгоев, ингуш, который защищал Украину, который находился на передовой, который знал места дислокации своих соратников, с которыми он воевал, был вызван Харьковской прокуратурой для каких-то следственных действий, задержан, и адвокату было обещано, что будет разберутся, завтра все выяснят. И в течение нескольких часов Тимур Тумгоев, защитник Украины, был выдан, который подвергся, после того, как попал в руки этих карателей, подвергся жесточайшим пыткам, получил огромный срок и находится сейчас, незаконно получил огромный срок, и находится сейчас в местах лишения свободы. Почему он не попал в этот список? Может быть, он и являлся когда-то гражданином России, но вся его жизнь, его борьба против России показала, что никакой он не гражданин России. Он больше гражданин Украины был, чем гражданин России. Тимура Тумгоева тоже не включили в этот список. Также хотелось бы отметить еще очень важный момент. Владимир Зеленский давно обещал дать гражданство защитникам Украины, а тем, кто преследуется, дать политические убежища. Да? Этого тоже не происходит. Почему? Или это происходит, но очень медленно. По крайней мере, те люди, с которыми я общаюсь, они не получили гражданство, ни политического убежища. И не только те, кто защищает с оружием в руках, а есть еще просто те люди, которые подвергаются гонению. И Украина, в соответствии с международными конвенциями, должна принимать таких людей. Тем более эти люди подвергаются гонению со стороны воинственной, враждующей в данный момент страной по отношению к Украине. Это очень сложные вещи, которые для меня, даже при всем пытаясь быть объективным, непредвзятым, для меня очень трудно понять эти вещи. Так, давайте я перейду к вашим вопросам. Аслан, все народы пострадали во время сотестал Айла Мирзиева. Сотестал, я не понял.
Игорь Кирилюк, я всей душой за крымских татар. Зеленский клоун и предатель всех настоящих украинцев. Этот подонок не мой президент. Я не согласен с оскорблениями, которые вы говорите. Это ваше внутреннее дело, Игорь. Поэтому я не присоединяюсь к ним. А вот то, что за всей душой, вы за крымских татар, от всей души благодарю вас. Я тоже их всей душой поддерживаю. И вне зависимости, кто бы там был бы, я поддерживал. Не только непосредственно крымских татар, да, но и других. Сенцова освободили. Он тоже крымчанин. Но других не освобождают. Вопрос почему? Я не знаю. Аугусто Пиночет. Это предательство, причем крайне низкое и подлое со стороны Украины, говорит. Фриман антипутинизм, лунный свет, Глушенко военный преступник, комендант города, покрывавший массу убийства чеченцев. Тот период и даже сегодня старающийся оправдать эти убийства чеченцев. Так, вы о ком тут говорите? Так, я вот смотрю, все начали ругать. Да, я полностью, конечно, я согласен с вами с многими вещами, но в Украине есть здоровые силы, очень здоровые силы. И то, что они здоровые, нам показало то, что огромную армаду российских сил украинцы сдержали. И это сдержали здоровые силы, которым не платили деньги, которых никто не по повестке не вызывал. Эти люди добровольно вышли. Я помню один позорный момент, когда показывают украинских добровольцев, молодого пацана, которому лет может быть там 20. И он весь такой, я буду драться, я буду там защищать Украину на украинском языке, он там несколько слов говорит. И потом показывают ролик, где стоят группа, ну, лет 40 мужчин, может, человек 10, может быть, их было 15. Это военные, которые много лет получали зарплату, который говорит, все, нам нужна ротация, у нас пока нету этого, и мы хотим слинять там и так далее. Я не знаю, кто это были, может, это провокаторы были, может быть, это постановочная съемка была, но было стыдно просто за таких военных, когда 20-летний пацан, которого не позвали по повестке, а сам вошел в добровольческие батальоны и пошел сражаться, и люди, которые давали присягу, которые получали за это зарплату много лет, гордились тем, что они защитники страны, да, рассказывали людям сказки, и в том числе, наверное, своей семье и своим детям. А потом, когда уже реально надо защищать, вот тогда уже там начинались вот такие вот дела. Я боюсь, что если так будет продолжаться, то может возникнуть ситуация, что все защитники и этот 20-летний украинец окажутся фашистами, нацистами, и остальные как бы очень такие все правильно понявшие и оказавшиеся на правильной стороне. Так, Унсоциал-С. Киллеры, киллера, которого выдала Украина, завтра свою мерзкую работу будут делать в других странах. Абсолютно, полностью с тобой согласен. Полностью. Во-первых, это обученные люди, это подготовленные люди. Эти люди, это их работа убивать. И сегодня его отправили туда. Завтра его отправят куда-нибудь в Европу или опять же в Украину, потому что он попался, он провалил дело, он лоханулся, да, как говорится. И вот теперь ему нужно отработать будет, там, искупить кровью. Надо там, давай, покажи, надо еще кого-нибудь замочить. И отправят его мочить. Между прочим, этот киллер Динго уже писал какие-то угрозы. И матери Амини там написаны были угрозы, что вот он вернется, что он там и Масейчуку, там депутату, так тоже там заявления делаются. Ну, короче говоря, я не понимаю, что происходит в Украине. Так, reality French English. Машволь Аслам, все нормально. Ассаламу алейкум всем. Зеленский молодой и наивный. После развала России Путин ничего не оставит русскому народу. Ва алейкум салам, Машал Хиль, reality French English. Так, смотрите, господа. Вот сейчас вот здесь вы видите канал reality French English. Под этим видео кто-нибудь из модераторов еще раз запостите ссылку на этот канал Reality French English. Это наш канал,
он будет дублировать разные видео на английский и на французский язык. Я прошу, во-первых, подписаться, чтобы хотя бы 1000 набралось у них, у этого канала подписчиков. Подписывайтесь на Real French English и распространяйте среди французской и англоязычной аудитории. Вот ваш вклад в наше общее дело будет. Reality French-English называется канал. Николай Жулин, я вообще за всех татар. Николай, ну вы молодец. Николай Яроповец. Аслан прав. Виходить, що влада прикривалася, то що не зрозумів на сліваті. Але в... Так, Эмин Закириев. Аслан Бей, на стороне России воюет ДНР. Кто воюет? Кто воюет? Адам Грузинский. Аслан, а есть еще новости? Ну вот пока только эти есть. Есть, но они такие несущественные, но скоро будут. Скоро, я думаю, через пару недель будут очень хорошие новости, тоже с Америки. Так, Маждада, кадыровцы в любом народе есть. Фишка в том, что в этих странах есть институты, рычаги давления на них. А в Чечне есть один институт. Есть маж, нет маж. Умно все выстроено. Да, нас дурят. Анни Рог, добрый вечер с Украины. Приветствую, Анни, приветствую, Украина. Ночь из Германии, Reality French English. Я на тебя подписался только что, брат, говорит, Ночь из Германии. Подписывайтесь все на наш канал. У меня есть еще другие каналы, вы на них тоже подписывайтесь. Они все вот в каналах, там, где каналы там описаны. Подписывайтесь. Ну вот на на Reality French English обязательно подписывайтесь все. Алена Савченко. Слава Украине, слава Ичкерии, смерть врагам. Героям слава, Алена. Так, УНСОЦЛС. Ставьте лайки, делитесь видео. Арнольд Руйтель. Никогда Путина не будут судить. Разве судили Сталина или Брежнева за преступление? Тем более, если Путина будут судить, то он выдаст многих европейских лидеров. Нет, не судили ни Сталина, ни Брежнева. Даже после смерти их не осудили. Конечно же, это нужно было сделать и обязательно. Но должна быть сторона истца, которая это требует. Теперь у Путина появилась эта сторона истца. И нами уже подано заявление в Международный уголовный суд в Гааге. Оно есть. Но малодушие некоторых политиков высокого уровня, из высоких кабинетов, не позволяет им сейчас начать этот процесс. Но это не значит, что у нас нет права на это. Тут политическая воля нужна, а не юридическая. Юридически все отлично, мы прекрасно все понимаем и знаем, что мы, конечно же, придем к тому, что процесс будет начат. То, что не выдаст, он может, если его будут судить, он выдаст много европейских лидеров, то в этом месте, конечно же, опять же, я с вами согласен. Ну и как и в предыдущем тоже, но я не согласен с первым вашим тезисом, что его не будут судить, Путина не будут судить. Да, и, конечно же, это будет очень такое скрупулезное разбирательство, где замелькают очень такие известные фамилии. Но у нас другого выбора нет. Ни у нас, ни у украинцев, ни у грузин. Нам бы, конечно, нужно объединяться и работать по этому поводу. Но вот видите, в Украине тоже сейчас идет раскачка. Здоровые силы, например, сейчас задавлены там, вот этими прорусскими настроенными людьми. В Украине то же самое сейчас происходит. Да, я бы хотел, чтобы в Украине были бы абсолютно прозападные, абсолютно проукраинские силы у власти. Но без разговоров. И силы, которые жестко поставили на место вот этого преступника.
Но пока их нет. А если их нет, это не значит, что мы должны сдаться и сидеть. Нет, мы должны продолжать. Мы это делали до Украины. Мы это сделаем, что бы ни произошло с Украиной. Но то, что Украина выстоит, я, конечно, в это очень сильно хочу верить и верю. Верю, что выстоит и станет свободным, правовым, демократическим государством Украины. Даст Бог. Ансар Ансаров. Фарси, думаешь, за маленькую Чечню испортить отношения с Россией? Никогда. Ну вот смотри, Ансар, за маленькую Чечню, да, не испортят. И когда был геноцид, не испортили. Но есть юридические механизмы. И, например, мы знаем, что во Франции, в горах Франции была база ГРУ, террористическая база Главного разведывательного управления террористической России, фашистской России. И там живет огромное количество чеченцев. И за все это время чеченцы не раскачивают эту ситуацию. Мы можем говорить обо всем угодно, но только не о том, чтобы делать что-то во Франции. Например, в Австрии люди работают, очень много прикладывают усилия. Да? Вот есть Культурферайн Ичкерия, руководителем, который является Хусейн Исханов. Есть представители наши, которые там работают. Работа ведется в Австрии. Сейчас началась работа какая-то вестись в Польше. Во Франции же огромное количество чеченцев. В Польше тоже нужно побольше развернуть эту деятельность. И, конечно же, нельзя думать, что не испортятся отношения. Да, не испортятся, если мы будем из-за маленького чеченского народа. Вот мы такие есть, вот из-за нас испортить. Да, тогда нет. Ну а если, например, совершат какое-нибудь преступление, а мы это преступление преподнесем французским властям. Скажем, смотрите, вы с ними дружите, они вас запугивают. Вот смотрите, еще один случай, очень интересный. Я потом более точную информацию получу по этому поводу. И смогу потом детально эти все вещи рассказать. Потому что мой друг проводил по этому поводу свой анализ и посвятил меня. Я пока только владею поверхностными данными по этому поводу. 2 года назад, по-моему, был взорван автобус с футболистами из Дортмунд-Боруссии. Террорист, который взорвал этот автобус, произвел 3 взрыва. Террористом оказался русский, выходец из России, который уже имеет гражданство в Германии и живет здесь. Этот человек сочувствовал ДНР и ЛНР, вот этой Лугандонии. Потом, при всем при этом, этот человек написал записку, что это вам отместку за то, внимание, за то, что вы, у вас стоит база в Баварии где-то, американская база, наверное, по-моему, речь о Рамштайне шла. И, слава богу, никто не погиб. Было несколько человек ранены, и никто не погиб. Террорист был задержан, он написал, что это записка от ИГИЛ, исламское государство Ирака и Леванты, и что вот он хотел бы, чтобы немцы убрали американскую базу. Американскую базу хотели бы убрать с Германии русские, раз, взрывает русские, которые сочувствуют Лугандонии. Потом, как мне вот рассказал мой друг, выясняется следующая ситуация. В это время, как раз незадолго после этого взрыва, должен был произойти матч между Францией и вот этой Дортмунд-Боруссия, французской командой Дортмунд-Боруссия. И Дортмунд-Боруссия, могу ошибаться, должна была сыграть во Франции. В это время во Франции шли выборы. Внимание! Выборы. И на этих выборах должна была, основную ставку в своих выборах делала Ле Пен, да, которую поддерживала Россия. Вот эта гибня, которая финансировала ее. Вот этих националистов. Раньше русские поддерживали везде во всем мире коммунистов, пока их не запретили. Сейчас поддерживают этих националистов везде,
где они только есть. И вот перед матчем Дортмунд-Боруссия команда должна была вся погибнуть, или большая часть погибнуть от этого теракта. И на стадионе никто бы не сыграл бы с французской командой. И уже билеты проданы, весь стадион собирается, и тут происходит ужасное. Погибла вот вся команда. И как раз Ле Пен, которая на этой волне ловит хайп, как говорится, в наше время, и начинает свою предвыборную кампанию и выигрывает там выборы, или набирает там необходимый там, какой-нибудь процент голосов. И таким способом Россия влияет на выборы, на внутреннюю жизнь в Европе. Европа стала уже внутренним делом России. Поэтому мы должны всячески доносить эту информацию. И до французов доносить, и до немцев доносить. Но в Германии, вы знаете, Россия очень сильно имеет влияние. Очень много денег сюда вложено. Но в последнее время ситуация после убийства Зелимхана Хангашвили, после наших протестов против наших митингов, к нам начали прислушиваться. Да, это огромный такой лайнер, да, такой ледокол, который не так легко развернуть. Но если делать по уму, делать целенаправленно, то его тоже можно развернуть. Тем более у нас есть все юридические основания для этого. И мы должны его разворачивать. Вот вы как видите, треть уже за эти 5 лет покинула, треть компаний из Германии, немецких компаний из России уходит. Это только начало. Дальше будет как снежный ком. Все больше, больше, больше. Если за 5 лет ушло там треть, то оставшиеся могут уйти там за 2 года или за год. Могут все оставшиеся покинуть. И это все обрушится, как карточный домик. Наша задача доносить до европейцев. Я не вижу этой работы, которую ведут во Франции. И то, что, вот, Ансар, ты говоришь, что Россия не испортит, да, в этом ты в определенной степени прав, но зато мы можем не из-за Чечни, а показать им, смотрите, вам угрожает опасность, вам угрожает реальная опасность. Ангелу Меркель, например, пытались запугать убийством Зелимхана Хангашвили. Это наши выводы, которые мы сделали по этому убийству, подлому убийству Зелимхана Хангашвили. Зелимхан Хангашвили уже 4 года практически не занимался вообще никакими делами. Жил себе, растил и никому не представлял угрозу. Он был добропорядочным гражданином Германии. Он не представлял угрозу для Германии, для России, для кого-либо еще. Он не был никаким фундаменталистом или там радикалом. Он христианской Грузии помогал. Да, это тоже сразу выводит его из этих, кого можно назвать каким исламским фашистом. Нет, это был добропорядочный мусульманин, добропорядочный гражданин Германии, который жил и никому не мешал. Но он был принесен в жертву быстро, оперативно подготовленная ситуация для того, чтобы быстро запугать Ангелу Меркель. Так, и так будет продолжаться. Россия на территории Евросоюза, европейских стран, России, дух России, русский след не должен быть вообще. Это Россия должна получить те же санкции и условия, которые были при Советском Союзе от Запада и Соединенных Штатов по отношению к России. России должны мешать, препятствовать во всех институтах, везде. Никаких заигрываний. Заигрывания, что мы вот хотя бы хотим ради прав человека, в России живет очень много нормальных людей, которым нужна помощь, там и так далее, говорится. Там, когда возвращали в ПАСЕ Россию. Но, да, из благих побуждений, да, это делается. Ну, этих людей надо пресекать, жесткая позиция должна быть. И к жесткой позиции придут, и в этом нет никакого сомнения. Сейчас ситуация изменилась, опять же, я говорю, в корне. Все. Она хуже для России, чем когда это было под конец развала Советского Союза. Тогда не было таких массовых преступлений, совершенных
с доказательно совершенных. Хотя в Афганистане, конечно, они тоже были, эти преступления совершены вот этой Россией. Но сейчас ситуация меняется, и она меняется бесповоротно. И все гибнюки, все, кто сочувствует гибнюкам и сейчас помогает гибнюкам, я вам советую заняться саботажем. Не делайте эту работу стопроцентно. Завтра это вам будет плюсом. Выходите на связь с нашим правительством, с нашими другими службами, которые у нас имеются. Выходите на связь с местными правоохранительными структурами. Рассказывайте их, что вас тут вербуют, что вас заставляют делать какую-то работу, которая приносит вред людям, проживающим в Европейском Союзе и нарушающей права людей. Так что вот так вот. Так, Макс Гартнер. Салам алейкум. Салам машалду аслани вежешка. Витаю, друзья из Украины. Ва алейкум салам, Макс Гартнер. Так, вот, смотрите. Унсоциал С кинул ссылку на канал Reality French English. 23 человека уже подписались. Давайте, друзья, еще подписывайтесь. Адам Грузинский. Помяните мое слово, Аслан. Все сейчас нацелились на Беларусь, но дело закончится тем, что Зеленский подарит Путину Украину. Но он может подарить только то, что принадлежит ему. Зеленскому не принадлежит Украина, и это уже показали граждане Украины. Поэтому я очень надеюсь, что ты ошибешься, и я уверен, что он не подарит ее. Даже он попытки не сделает, потому что вслед за Януковичем отправиться, я думаю, у него, наверное, не сильно хочется, ему не сильно хочется. Так, Джохар Дуда, Аслан, отлично выглядишь. Дякую, Вож, да? Так, старик Хататапыч подписался, говорит. Молодец, подписался. Аслан Савченко. Аслан очень достойный человек. Люди, задумайтесь. Правильно, думайте, люди. Спасибо, Алена. Так, лунный свет. Аслан, я поддерживаю крымских татар. Мы сами не понимаем, что у Зе на уме. Но дела у него нехорошие и дают почву задуматься. Да, это очень печально. Алибаба Керимов. Я не согласен с тем, что ты тут пишешь, но я прочитаю твой комментарий, потому что ты говоришь о человеке, которого Украина выдала азербайджанским властям. Украина позорная, коррупционная, продажная страна, ибо они, украинцы, без суда и следствия продали нашего блогера Эльвина Исаева, нашему азербайджанскому правительству зверю, которое сейчас его уничтожает. Это очень печально. Я не слышал об этом случае, но вот то, что выдали блогера, это очень прискорбно. Это очень прискорбно. Украина, вы стали светом просто в этой тьме. Вы наконец-то дали шанс, надежду, как сами получить ее, и другим народам. На вас все смотрят. И если вот так уничтожать тот кредит доверия, который вы получили, честное слово, вы его потеряете. Честное слово. Как когда-то потеряли его и чеченцы, что тоже надо признать. Тоже против нас велась работа, но силы были несопоставимые. И тут вместо того, чтобы созвать народы России, Украина могла бы провести конгресс. Государство может выделить помещение, позвать людей, дать всем выступить. Показать, как разрушается эта тюрьма народа, как ее разрушить, эту тюрьму народа, каким народам помогать. В России огромное количество народов, которые хотели бы выйти, но нужны механизмы взаимодействия, помощь, информационная поддержка. Владимир Зеленский как-то сказал, что надо создать вот эту контрпропаганду, но на этом все пока встало. Есть каналы, которые
кому-то принадлежат и проповедуют не только когда им интересно что-то против России, там, пропагандируют, а так могут просто и проигнорировать какую-нибудь вещь, если это невыгодно там, владельцу канала, например. Коррупция тоже имеется, это тоже правда. К власти должны прийти честные, настоящие люди. И вот тогда двинется с места. Я не вижу этого сдвига. Уже 5 лет, 6-й год это уже идет. Нет сдвигов. Нет. Маленькие сдвиги. Маленькие шажки идут. Украина должна делать это быстрее. И мы все готовы помогать Украине. Мы все готовы. Безвозмездно, чтобы просто Украина, но она должна быть кристально честной и чистой. Вот ваша сила, Украина. Когда вы честные, когда вы на стороне света и добра, вот ваша сила. Да, у них танки, да, у них там оружие и деньги готовые там убивать, и жестокие, подлые, и они обучены убивать. В этом плане вот за эти 5 лет вы набрались опыта. У нас есть опыт, тоже огромнейший опыт. И не только боевых действий. За все эти годы не приглашен Ахмед Закаев, допустим. Любой кто-нибудь из наших руководителей, если там не хотят там говорить с Ахмедом Закаевым. А почему не хотят вообще с Ахмедом Закаевым говорить? Ахмед Закаев или там другие наши люди вам рассказывают огромный просто пласт информации, просто уже на личном опыте, пережитый, заплаченный за этот опыт сотнями наших лидеров, руководителей нашей страны. Мы много что можем вам рассказывать. Мы можем вам днем и ночью, они могут вам днем и ночью, наши лидеры, читать лекции по этому поводу. И это очень будет полезно вам знать. Но этого не происходит. Почему? Почему Украина? Почему ты молчишь, Украина? Почему не происходит так, чтобы, например, начать признавать там, тот же геноцид, который совершен по отношению там, к чеченцам и ингушам, и к другим народам? Мы вам уже писали в Раду. Ну, давайте собираться, давайте, выйдите кто-нибудь на связь, давайте, я готов стать посредником между правительствами. Я независимое лицо, я не состою ни в каком правительстве, я рядовой гражданин, я готов стать посредником, я готов разговаривать там, приводить там нужных людей, собирать, организовывать. Давайте организовываться. Также я обращаюсь не только к властям Украины, но и к националистам, украинским националистам, к другим здоровым силам, которые есть, другим партиям, депутатам обращаюсь, Рады. Давайте объединяться, давайте заниматься общим каким-нибудь делом. Давайте, господа. Так, антирашизмус. Салам алейкум адекватным. Салам маршал ду Аслан Вежешку. Витаю, друзья из Украины. Антирашизмус. Так, ва алейкум салам. Это только что я, по-моему, читал этот вопрос. Территория Марта. Ассалам алейкум всем. Асан, что там про Трампа и подписание документа об обозначении России террористическим государством? Но это спонсор терроризма. Да, я, конечно, согласен, чтобы ее, Россию, объявили государством-террористом. Но пока законопроект только лишь о том, что Россия спонсор терроризма. Что нас тоже, в принципе, устраивает. Пока еще нет, этот документ не подписан Трампом. Так. Так, давайте я перемотаю. Много мы тут наговорил я вам.
Асланбек Тутаев. Я подписался на французский и английский канал Reality French English. Подписывайтесь на канал. Так. Мила Йович. З это бенское протеже. А Беню держат под присмотром Пыньки. И, наверное, какие-то договоренности у этих бандюган или шантаж. Все может быть, все может быть. Руслан Бровкин. В России много народов на стороне Украины, но Украина предает своих союзников. Это очень печально. Это, знаете, очень похоже на ситуацию, которая складывалась у нас. Мы подписали договор о мире с Россией, и в этот же день Маулади Удугов выступал на российском телевидении и начал говорить, конечно же, там хотелось бы, чтобы России показать, что мы надежные там и так далее, но при всем при этом мы заключили договор с Россией при помощи Запада, при посредничестве Запада, и приходит Удугов на российский канал, это во время, по-моему, этих переговоров это и было, и Удугов заявляет, что мы будем форпостом, мы знаем, кто раскачивает ситуацию, что Запад типа раскачивает ситуацию, что мы вот будем надежными союзниками России, он заявил на канале. Но это мне показалось, сейчас уже я понимаю, когда смотрел этот ролик, мне показалось, что просто плюнул в сторону Запада. Запад помог, Запад договорился, помог договориться, конечно же, если бы мы не воевали бы, нам никакой Запад не помог бы, но при всем при этом прийти и сказать, что да, все раскачивают ситуацию, чтобы навредить Россию, и там это заявляет Удугов. Я просто посмотрел, и сейчас уже по протяжению, по истечению такого времени, и уже когда ты уже владеешь достаточной информацией, ты уже по-другому все это видится. И потом этот же Удугов объявляет джихад России, говорит, кто-то будет строить комбайны, трактора, а мы объявляем Россию, и в 21 веке первые нападем на Россию. И простые парни, чеченцы, командиры, которые просто погибают на этой войне. Это очень печально. Это очень печально. Мы должны пересмотреть это дело. И Запад с какой-то степени, да, совершен геноцид, но они могут сказать, ну помните, как вы поступили? Это ненадежно. Мы должны быть надежными союзниками и не поддаваться на провокации русских, чтобы русские как-то могли нами манипулировать. Это очень печально. ГПО Туркс. Ассаламу алейкум, Эжери, ваш братишка Ингуш, с любовью и уважением к родным Нохчи. Ва алейкум салам, братишка Ингуш. Байсангур Чирик. Китай все поддерживает, не столько диктатор, сколько Китай. Так. Reality French English. Путин серьезно достал Европу. Если раньше европейские политики не понимали, с кем они имеют дело, то теперь им все понятно. Да, им не всем понятно, но мы должны продолжать. Вы видели, как смотрел этот Макрон на Путина во время встречи? Это просто позорище было. И чеченцы, которые проживают, я призываю всех чеченцев, которые говорят на французском, которые проживают во Франции, выходить на митинги и всячески об этом рассказывать, доносить правду. И это будет большой вклад. Мы должны, во-первых, зачистить эту Европу
от пророссийских чеченцев, чтобы у них здесь не было никаких слов, да, чтобы они здесь не ездили, не рассказывали, какие они крутые парни. Это не значит, что мы должны физически как-то уничтожать или избивать. Нет, ни в коем случае. Ну, всегда, везде осуждать их мы обязаны. Потом мы должны помогать тем, кто у нас находится дома. Для того, чтобы помогать тем, кто дома, да, то есть привлекать внимание, все, что мы можем пока, да, они в заложниках. Мы не можем как-то облегчить их жизнь, там, непосредственно остановив эти истязания, взяв за руку, да, человека, который там пытается их там, занес над ними руку, чтобы нанести им увечья. Но мы можем привлекать внимание. А чтобы привлекать внимание, у нас должно быть гражданское общество. Нас должны узнавать. В каждой стране должны быть люди, которых узнают и которые могут доносить, коммуницировать могут с этими странами, в которых они проживают. Не просто там собрались там на митинг и разошлись. Да, это тоже очень важно, это нужно. Но митинг без резолюции, без документа тоже малозначителен. Плюс, ну не на всех митингах нужны резолюции и документы писать. Но опять же, ну, нужно прояснять, каждый раз просвещать. Нужно вот все время этим заниматься. И мы должны не только этих пророссийских чеченов поставить на свое место, да. Раньше было время, что боялись люди признаваться, что они кадыровцы. Это было стыдно, это было позорно. И это можно еще по шее за это получить. Сейчас же они активно тут ходят, разъезжают, ко мне домой приходят, моим родителям в мягкой форме угрозы высказывают, да, потому что знают, что если грубо и скажут, то там их выкинут оттуда. Но в мягкой форме говорят угрозы и ходят. Это наверное, прекращать. Всем, кто коммуницирует с ними как-то, да, у кого родственников, тоже призываю прекратить с ними общаться. И также наравне с ними, конечно, мы должны вместе с остальными другими нашими друзьями, грузинами, украинцами, с другими нашими товарищами, которые здесь проживают, русских ватников, да, пропутинских. Хочешь за Путина? Давай пошел. Это позорно, это стыдно, это некрасиво. Ты что, за террориста? Ты что, за убийцу? Ты что, за убийцу русских в том числе? Да? Мы говорим, русских там убивает Путин, но он десятки раз, тысячи раз убил больше чеченцев. Грузин убил, украинцев убивает. И русские тоже должны понимать, что их тоже убивают. Мы все должны объединиться, и как в советское время, здесь этой заразы духа, этого русского духа, путинского духа, не должно быть даже за километр здесь. Пускай как зайчики прячутся, не мы должны от них прятаться, а они должны от нас прятаться. Им должно быть стыдно. Так, пойдем дальше. Так, поехали дальше. Дикба Аслан говорит. 1000 subscribers for a Gartley. Сменил бы ты этот ник. Да, кривой вариант там, я. Куза, ой, зайчик шхаль, ой, лилдиш, да, ой. Мы не преступники, мы не воры, не какие-нибудь, не убийцы. Мы самые обычные граждане, которые пострадали, пережили геноцид. Должно быть стыдно любому чеченцу одевать эту форму. Я не за русских, я за Кадырова, говорят. Я душун, вы за русских. Вы за русских. Вы делаете то, что нужно русским, потому что кадыровцы другого ничего не делают. Кадыровцы это ноль. Ноль. Не существует кадыровцы. Кадыровцы это клопы с ватника русских. Понимаете? Вот какой уровень. А вы одеваете форму Кадырова, формой, он там выступает, там, Ахмат там одевает. Ахмат Кадыров главный предатель века просто. Так его назвал Масхадов. Это человек, который предал свою страну, предал своих соратников, предал своих друзей, предал свою религию. Он предал все человеческие принципы, норм и морали.
И этот человек, его путь, это значит сказать, я на пути предателя, самого последнего человека. Так нельзя. Так нельзя. Это должно быть стыдно. И ахир диез. Мажуаш уахецан. Мажуаш уахецан. Со кадировиц убош камилш деш. Ваацин мажецун иаду. Мажцагилар иадец. Кадировиц уэлар иаду. Гэскшцгилар дуи. Это значит из-за русских. Нету никаких кадыровцев. Это банда ФСБ, которая имеет внешние признаки административной власти, которая установлена на временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Так, поехали дальше. Ансаров, Аслан, что скажешь насчет доклада Бартмашу? Ничего не скажу. Он вас всех вызывает, начиная с Закаева. Он меня не вызывает, а если Закаеву посчитает, как Закаев посчитает, так я и сделаю. А это меня не касается. Я занимаюсь правами человека, освещение непосредственных проблем, связанных с нашим народом, и те вопросы, которые мне тут задают, и которые я могу ответить. Я не политик, я не претендую ни на что. Как только эта ситуация раскачается, и я считаю, что она раскачается, да, и я приложу все усилия, чтобы наш вопрос поднять снова на международный уровень, чтобы на нашем вопросе опять говорили, и начнется процесс. Если мне скажут, вот давай, занимайся вот этим вопросом, я посчитаю это для себя посильным, нужным, необходимым, полезным, я займусь этим. Не посчитаю, я никому ничем не обязан. Как только эта ситуация поднимется, у нас есть правительство, у нас формируется гражданское общество, я отойду и буду заниматься какими-нибудь своими правозащитными делами или еще каким-нибудь бизнесом, который будет приносить мне доход. Да, я буду заниматься чисто жить для себя, летать в свою независимую, свободную Ичкерию, жить там, жить тут, учиться, работать там, ну и так далее. Поэтому я ни в какой политике не участвую, ничего, ни на что не претендую. Единственное, на что я претендую, это наказание виновных и деоккупация моей страны. То есть восстановление в правах мой народ, ущемленный мой народ. Если мы должны этого добиваться, мы будем этого добиваться. А что дальше, это меня не касается. И меня вызывать, ну, я никакой там роли играть не буду, чтобы меня вызывали. Андерс Цорн. Аслан смотрел видео, называется Тони Вуд and Tom the Wall Independent for Чечня. Нет, я не смотрел это. К сожалению, я не смотрел. Так. Так, Soul Social S говорит, подписывайтесь на наш канал French Reality, French English. И он дает ссылку. Господа, 33 человека только подписалось. Смотрит 442 человека. Ну, вам сложно подписаться? Если вы хотите распространять информацию, распространяйте. Так. Мила Йович, этих бородачей держат в Москве для какого-либо конфликта. Пустят как бешеных собак, а потом пустят в расход. Все потом будут говорить, это чеченцы. Все продумано у этих упырей. Ну, я считаю, что в основном кадыровцы держатся в Москве и держат это как бы такое окружение Путина. Понимаете, раньше во время правления Николая II был его брат Александр, который возглавлял вот эту дикую дивизию.
Кроме вот этих кадыровцев, также есть еще ингуши, которые также отправляются в Сирию, которые также готовы в любой момент выехать и защищать необходимых людей. И они тоже дислоцировались в Подмосковье на военной базе. Ну, в основном, конечно, упор делается на доверенное лицо, на Кадырова и его вот этих бандитов. В первую очередь их используют для того, чтобы защищать непосредственно Путина от генералитета, вокруг которым были недовольны. Так же, как когда-то Александр II использовал вот эту дикую дивизию как на войне, как они сражались, ну и также это была его такая личная гвардия, которая в любой момент должна была стать на защиту Николая II, царя на тот период. И вот тоже роль играет. Сейчас просто это предательство так было ценно для русских. Путин поставил все, вся агентура выявлена. И так близко подпущен самый главный враг русских во все времена. Враг гроба, свободных и свободных людей, нанятые манкурты в лице Кадырова. Вот эти люди сейчас непосредственно с царем уже, да, контачат. И вот поднялись до такой высокий уровень главные предатели. Но ничего, дикая дивизия разошлась по домам. Потом, правда, их потом некоторые зачищали еще большевики. Ну вот, то же самое ждет и кадыровцев. Дикая дивизия наших дней. Лунный свет. Аслан, вас заметили уже благодаря тебе, таким как ты, так что все сделано не напрасно. Да, будем продолжать. Валера Римар. Слава Ичкерии, слава Украине, говорит. Героям слава, Валера. Асланбек. Аслан хорошо сказал про кадыровцев. Пока эту шваль все не станут ставить на место, они будут наглеть дальше. Да, совершенно верно. Нохчичуа, Асланбек, Европе, Нохчичуа, наша страна оккупирована временно. Но в Европе нас огромное количество. И никаких там этих прорусских чеченов не должно здесь быть. Здесь должны быть только ичкери, кенты. Все остальные там, кто там на Ближний Восток, кто там в родную гавань, должны разъехаться. Aslanbek, وين يقع دو تسخيلشة درك دا آلا تسهوت دقابش. Европе аша кадыровец эл бехан дохушвег, бахан дохушвег, хума я йоц хадиз. Наталья Башкова, Донец, держитесь, все будет Украина. Фриман, антипутинизм. Мило, все правильно. Путин повязал чеченской кровью кадыровца, а теперь готовит их против русского народа. Борис Борисов. Аслан, что скажешь про Мурада, который выступил на днях против Кадырова? Ну, я скажу, человека наболело просто, накипело просто. И человек высказал все, что он думает. В том числе и нецензурно. И что можно сказать? Наболело то, что у всех чеченцев на душе, он сказал. Руслан, Чечня всегда была Россия. Когда Макшанские болота были, и вы прыгали там от одной кочки на другую, тогда мы были всегда Россией. Так, правильно. Надо вообще забанить этих мерзавцев. Так, Унсоциалес, подписывайтесь на наш канал Reality French English. Ссылка идет от Унсоциалес. Пожалуйста, подписываемся. Хусейн Джамалде, Аслан про Микаэла Хумадуй. Хумадас Микаэл делает ролики
и он не в Германии. Я не знаю, где он. Недавно Кафыров порицал больную, которая ранее читала стихи Путлеру. А ведь эти низкие лизоблюда множит и генерирует Кафыров, и первый читает стихи Путлеру начали Кафыровы. Да, совершенно верно. Более того, они еще и iPhone подарили за то, что она тогда сделала. Ее мотивировали, теперь у нее ей уже 222 для папы нужен, понимаете? Она сказала папе: папа, я хочу 220 для тебя. И упорно начала трудиться. И Кадырову это надоело. Теперь мы ее больше, наверное, не услышим. И слава Богу. Так, Россия это Московия, говорит наш еврейский друг. Совершенно верно. Так, ребят, мы уже достаточно поговорили. Сегодня наш стрим закончился. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Всего самого хорошего. Я тогда проведу оставшиеся свои дни отпуска тут в Амстердаме. Вам тоже хорошего отдыха. Отдыхайте. Следующий год, календарный год, я думаю, мы очень результативно и полезно проведем. Да, мула. Все, всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Спокойной ночи.